Добро пожаловать в Кострому! В городе находится множество интересных мест, которые стоит посетить. Здесь можно увидеть старинные церкви и монастыри. Прогуляться по набережной реки Волги и попробовать местную кухню. Также в Костроме есть множество музеев, театров и концертных залов, где можно провести время с пользой и удовольствием. Если вы хотите узнать больше о Костроме, то обязательно досмотрите этот ролик до конца. А начнем мы с набережной Костромы. Этот красивый и исторический район расположен на берегу Волги и является одним из главных мест для прогулок и отдыха в городе. На набережной можно наслаждаться прекрасными видами на реку Волгу, а также посетить множество интересных мест. Набережная Костромы богата культурными достопримечательностями. Вы сможете увидеть множество памятников архитектуры и истории, которые расскажут о прошлом этого прекрасного города. Прогулка по набережной Костромы – это отличный способ насладиться красотой природы, посетить интересные места и насладиться местной кухней. Приезжая в этот прекрасный город, не забудьте посетить это место. Переместимся на другой берег, где нас ждет еще один символ Костромы. Приветствуем вас в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. Это место является одним из самых значимых культурных объектов России, хранящим богатую историю и традиции. Сам монастырь ценен не только архитектурными шедеврами и красотами, но и замечательной историей. С ним связаны два царских рода – Годуновы и Романовы. Согласно преданию, монастырь основан около 1330 года родоначальником рода Годуновых и Сабуровых татарским Мурзою Читом. Основной храм монастыря – Троицкий собор. В честь него и название Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Здание сохранилось с XVII века. В феврале 1613 года Земский собор решил избрать на престол сына Федора Никитича Романова, 16-летнего Михаила Романова, живущего с матерью в Ипатьевском монастыре Костромы. Так началось 300-летнее правление династии Романовых. В настоящее время в Романовских палатах действует экспозиция «Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Колыбель дома Романовых». Неподалеку от монастыря расположен один из старейших музеев России под открытым небом, который хранит памятники деревянного зодчества XVIII-XX веков, привезенные из разных районов Костромской области. В селениях тех мест располагались уникальные деревянные постройки. Прогулявшись по улочкам, вы сможете почувствовать себя частью истории и проникнуться духом прошлого. А вот, рассказывают, в войну было. Правда, нет, не знаю, слышала. Все мужики на фронте. Вот бабы-то как-то собрались и говорят: «Ой, хоть бы наши мужики пришли». А они и пришли. Сели за стол. А у одной бабы ребенок ложкой играл и уронил ее под стол. Баба стала ложку-то подымать, залезла под стол и увидала конские ноги. Испужалась, на печку залезла и просидела там. А тех баб задавили за столом, которые сидели. За деревней, за нашей, перекресток. Одна дорога прямо в город. Ну, тут и случается всякое нехорошее-то. Вот шел как-то мужнин брат двоюродный в город. Дело-то к ночи было, месяц уж вставать стал.
Подходит он к перекрестку, глядь, девушка сидит на меже и волосья чешет, а сама-то плачет. Сказала, что с дороги сбилась. Ну и пошли они вместе. А она уж и веселая такая стала, песни играет, да так шибко идет, ему за ней и не поспеть. И не чудно ему, что она песни-то играет. Прельщать уж она его стала. Только никак ее не поймать. Подошли к ржаному хрестцу. Она как захохочет, за хрестец сиганула, да и пропала. Он ее искать. Слышится ему то за этой, то за энтой копной ее голос. Опять уж она плачет. Так до зари проискал. А оказалось, он за городом по эту сторону, за 30 верст. А то раз ночевал человек в лесу. Сидит у костра, да шаньгу ест. И вдруг слышит и треск, и гром. Идет кто-то. Посмотрел это он, а там лесовик идет. А перед ним, как стадо, и волки, и медведи, и лисы бегут. Так и лоси, и зайцы, и всякое зверье лесное. Как же он испугался! И, боже ж ты мой, а тот-то к нему подходит. «Что?» — говорит человек. «Шаньги, дай кусочек». Дал он ему шаньги половину, а тот давай ломать, да зверям давать. Так и шаньга-то у него не меньшится. И волки сыты, и медведи сыты, и зайцы сыты. Вот лесной и говорит: ты домой иди, не бойся. Если волки тебя встретят, ты им скажи: шаньги моей кушали, а меня не трогайте. Ну, он и пошел, а звери за ним. Тот человек тоже домой пошел. Жил-то у него вся так и дрожала. А бегут ему навстречу волки. Такие страшенные, сейчас съедят. А он и скажи: мою шаньгу кушали, а меня не троньте. Ну, они убежали. Так он и домой пришел. И зверя никакого не боялся. Однажды муж и жена взяли своего ребенка на сенокос, а вечером-то забыли о нем и пошли домой. Хватились ребенка, обратно побежали, а его-то нигде и нет. А рядом-то лес был. Родители вошли туда и увидели лешего, который нянчил их малыша, а при виде людей и исчез вместе с ребенком. Мама пряла. Они с отцом спали на кровати, а мы на подстилке, ребятишки-то все. Так вот, мы спали, а я глаза-то приоткрыла, вижу, идет бабка махонька в сарафане, да в рубахе, в платочке. Подходит, берет прялку и начинает прясть. А потом пошла. И кикимора тоже в голубце, да в подполье, и на подволоке, и под подволокой. А какая она? Седая. Кикимора тоже ходит везде. На седале кур ощипывает. Когда керкают куриц ночью, это кикимора. А ежели пряхи оставят дело, не благословясь, кудель придет. Только шарготок стоит. Шур-шур-шур. Однажды убили змею в доме. Так пол тут же сметаной покрылся. А вскоре после этого трое-то из семьи померли. А в другом доме убили крысу. Так там пали все коровы. Вот мне рассказывали. Жила тут девка одна. Он, где у горд сейчас. Ну и пошла она однажды баню топить. Только топить начала, слышит, голос какой-то ей говорит: топи баню жарче, чтобы кожу сымать ловчее. А она от глупая баню дали топит. Вот вытопила баню-то. Пошла та девка с матерью. Ну, вымылись они, вышли уже. Девка-то и говорит: ой, обожди, я поводник там оставила, пойду заберу. Мать ей отвечает: да брось ты его, завтра возьмешь. Та не послушалась, все одно и в баню вернулась. Вот мать-то подождала ее, да и кричит: где ты, долго? А та отвечает: да сейчас, сейчас. А сама из бани-то и не выходит. Мать опять ей кричит: где ты долго-то там? А девка опять ей: сейчас, сейчас. Вот 3 раза ее мать звала, а потом видит, плохо дело. Она мужиков-то в баню и послала.
Они вошли туда, видят, а девка-то наполовину уж ободрана. Черти-то ее предупреждали же, не послушала. А еще под Костромой находится самая большая лосеферма в мире. Лосеферма начала заниматься одомашниванием лосей с 1963 года. Ученые изучали поведение животных, чтобы создать для них идеальные природные условия. Посетите лосиную ферму и познакомьтесь с удивительными животными, которых вы можете встретить только здесь. Если вы хотите познакомиться с историей и культурой России, то Кострома – отличный выбор. Здесь вы сможете насладиться красивой природой, узнать много интересного о местной культуре и традициях. Спасибо за просмотр. Приезжайте в Кострому и наслаждайтесь ее красотой и культурой.